Ну, не знаю, думаю, что национальности нет ограничений, как бы, потому что бывают разные браки. Нормально. Нормально. Это если их устраивает, хай живут. Отрицательно. Почему? Потому что у каждого должно быть свое. Крымский татарин должен жениться на крымской татарке. Я отношусь, чтобы каждый женился и выходил за свою нацию, а не чтобы смешения никакого не было. Оно так всегда было и так и должно быть. Спокойно, у меня многие так живут. Ну, как бы каждый должен делать брак со своей нацией. И я выйду только за татарина, который нашей нации, который моей нации. Конечно, желательно, чтобы браки были одной национальности. Ну, всякое в жизни бывает. Нормально. Мама хохлушка, папа татарин. Ну, отношусь так, нейтрально. Смотря между кем еще у нас. У меня сын женат на русской национальности. Понятно. Нормально, внук растет, Аллаха шкур. Перед вами экземпляр. Первый и вот второй девочка, вы, наверное, уже знакомы с ней. Отлично, очень хорошо. Омолаживает кровь, хорошие люди, добрые, толстые и красивые, получается. У меня у самой межнациональный брак. Замечательно отношусь. Вот плод нашего брака. У вас муж кто по национальности? Татарин крымский. А вы? Узбечка. Ну, так как у меня самой межнациональный брак, я крымская татарка, ну, мама узбечка, папа крымский татарин, а мой муж азербайджанец, ну, мои отношения, и так понятно, положительные. В этом нет ничего хорошего. Во-первых, после того, как молодые поженятся, первый вопрос возникает. У нас у мусульман это делается дуа, это ребенку хулана и зан чагырла. Вот. А с другой национальностью уже этого нет, у другой национальности. Поэтому и вообще я считаю, что каждый должен связывать судьбу со своей верой и национальностью.